Добрый день. Сегодня я хотел бы вам рассказать очень интересную детективную цепочку, которую можно легко до малейших подробностей проверить, разобрать и, соответственно, поместить в фабулу уголовного дела. Речь идет о так называемом исламском чеченском терроризме, который во всем мире, благодаря России, представляется такой маркой по дискредитации чеченцев и зарабатыванию очков для нечистоплотных, а иногда откровенно преступных политиков. И сегодня я вам расскажу несколько фактов, которые вам придется проанализировать и прийти к какому-либо умозаключению. Определенному умозаключению, точнее, человек, который этим долго занимается, я уже, как человек этим занимающийся, уже пришел. И со всей уверенностью могу сказать, что за так называемым чеченским терроризмом скрывается ФСБ и Россия, и их друзья и прихвостни. Первое, с чего бы я хотел начать, это рассказ того, что в 2016 и начале 2017 года, в конце 2016 декабря и в начале 2017 в январе по всей Чеченской республике Ичкерия, временно оккупированной Россией, начались массовые задержания чеченцев, молодых людей. Задерживали их по спискам ФСБ, непосредственным начальником ФСБ того периода во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия был Игорь Хвостиков, который после того, как это преступления, которые совершались, те преступления, которые совершались вот именно ведомством Хвостикова и вообще в целом оккупантами и их приспешниками в Чеченской республике, был спешно переведен в Татарстан. После того, как Игоря Хвостикова перевели в Татарстан, буквально через несколько месяцев там произошло нападение сумасшедшего, возомнившего себя посланником Бога, нападение на школу, где погибло несколько учащихся и охранник этой школы. И здесь нужно просто проследить цепочку, которую я вам сейчас попробую предоставить. Я не претендую на полное абсолютное знание всей картины, видение всей картины, на полное исчерпывающее расследование. Просто я покажу вам некоторые факты, которые вы должны будете сами уже сделать из этого вывод. И вот в 2017 году, когда были задержаны эти люди, они были казнены. Новая газета, по информации, которую дал один из участников задержания, содержания вот этих молодых людей, Сулейман Гизмахмаев, дал показания новые нам, в том числе за это взялись разбираться правозащитники международные, и была подключена к этому делу Новая газета. Новая газета установила 27 фамилий, которые были казнены в начале 2017 года. По моим данным, по данным нашей правозащитной группы Human Rights Center Ичкерия, в тот период времени в Чеченской республике было казнено около 100 молодых человек. И теперь приступим. После того, как эти люди были задержаны, их пытали, и некоторые были из них казнены. И по нашим сведениям, по нашей гипотезе, некоторые люди, которые объявлялись амирами, так называемыми командирами отдельных групп, их казнили, они подписывали подписку о невыезде, их якобы отпускали, и на самом деле казнили, их тела уничтожались, прятались в разных местах, сжигались на колесах, на шинах, автомобильных шинах,
сбрасывались в реку, их тела хоронились на мусорных свалках, на православных, так называемых русских кладбищах, которые есть в Чеченской Республике, для того, чтобы родственники их там не искали. И в этот период времени, 24 марта, когда были эти люди казнены, их паспорта отправлялись в Москву, ГРУ, под легендой вот этих казненных людей, которые физически мертвы, а юридически родственники считают, что они еще живы и нет заявления об их гибели, с их документами российские спецслужбы отправляли своих кадровых офицеров под видом вот этих казненных ими людей в Сирию для того, чтобы там они вели свою дальше исламскую террористическую деятельность. В это же время, вот в этот период времени, когда были массовые облавы на чеченцев, на всех, кто не согласен, на всех диссидентов, которые не согласны с оккупацией и вот этим марионеточным режимом Чеченской Республики, было нам по телевизору сообщено о нападении на Узком районе 24 марта, то есть буквально через месяц-полтора после того, как вот эти массовые задержания начались, было нападение на Росгвардию, где погибло 6, как нам сообщили, оккупантов, которые были без оружия, их оружие находилось где-то в кладовой, где-то в хранилище. И люди, которые тоже были без оружия, каким-то образом смогли их всех застрелить. Потом все убитые, 6 человек были убиты из нападавших, как нам сообщили, а 2 человека подались в бега. 1 человек позже был задержан, еще 1 человек находится сейчас в Украине, его зовут Али Бакаев, который сейчас рассказывает нам об этом инциденте. И о том, что в ночь 24 марта 2017 года были убиты его 6 товарищей, 6 людей, с которыми он был знаком, дружил, общался. Что произошло далее? 24 марта, когда казнили этих людей, а это была несомненно казнь, потому что уже уже лежащих на земле, все были убиты выстрелами в голову. Без сомнения, это та группа людей, которые тогда, в конце 2016, в декабре 2016 и в январе 2017 и далее, были задержаны российскими по приказу российских спецслужб чеченскими коллаборантами из так называемых батальонов, там Терек, полк имени Ахмада Кадырова и так далее. И 24 марта, когда были эти люди казнены, ночью, 2 часа 30 минут, как нам сообщают российские средства массовой пропаганды, 24 марта в Москву прилетела кандидат в президенты Мари Ле Пен, которая встретилась с Владимиром Путиным. Всем известно, что Мари Ле Пен является ярой националисткой, как ее отец, и очень заигрывает с террористом Путиным. И давайте посмотрим видео встречи Путина и Мари Ле Пен. Боевиков на воинскую часть Росгвардии стало тяжелым событием для России. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с лидером Национального фронта и одним из фаворитов президентской гонки во Франции Марин Ле Пен. Президент подчеркнул, для эффективной борьбы с мировым террором необходимо объединить усилия всего мирового сообщества. Марин Ле Пен прибыла в Москву по приглашению российских парламентариев. И подробнее о переговорах в Кремле и на охотном ряду в репортаже Дмитрия Кочеткова.
О подготовке встречи Марин Ле Пен с Владимиром Путиным заранее ничего не сообщалось. Днем на лентах информационных агентств появились молнии. В Кремле приняли кандидатов в президенты и лидера Национального фронта. Владимир Путин подчеркнул, Россия не собирается влиять на предстоящие во Франции выборы. Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией. При этом стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции. Я знаю, конечно, что сейчас активно развивается предвыборная кампания во Франции. Мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на происходящие события. Но оставляем с собой право общаться со всеми представителями и всех политических сил страны. Так же, как делают наши партнеры в Европе, в Соединенных Штатах. Ранее Ле Пен неоднократно заявляла о поддержке позиции России по международным проблемам. Свою точку зрения она подтвердила и сегодня. Кроме того, кандидат в президенты Франции призвала сообща бороться с главным вызовом, который угрожает человечеству – терроризмом. Франция и Россия относятся к реальным борцам с терроризмом, ведь только вместе можно побороть этот бич. К сожалению, терроризм проявляется не только в массовых атаках, но и единичных. Это люди, которые проникают в общество. Безусловно, вы знаете о событиях, произошедших в Лондоне. В связи с этим, думаю, нам было бы полезно обмениваться данными наших разведок. Россия неоднократно была объектом террористических атак. Полностью с вами согласен в том, что только объединяя наши усилия, мы можем эффективно бороться с угрозой терроризма. После трагических событий в Лондоне, вот буквально сегодня, на Северном Кавказе, в Чечне, у нас тоже произошло тяжелое событие. Было атаковано одно из подразделений нашей национальной гвардии террористами. Все мы живем вот в таких очень сложных условиях. Мы должны осознать, наконец, реальность этой опасности и объединить усилия в борьбе с терроризмом. До Кремля Ле Пен могла дойти пешком. Она была рядом, в Нижней палате парламента. Лидера французской партии «Национальный фронт». Здесь стоит отметить, что Мари Ле Пен, которая до Кремля могла дойти пешком, играет на тех же чувствах своих граждан, на которых играет Путин. Единственное, в чем пока не замешано, пока не доказано, что Мари Ле Пен лично отдавала приказы для того, чтобы кто-то проводил террористические акты. Как, например, это сделал в свое время Владимир Владимирович Путин и Николай Платонович Патрушев, директор ФСБ и президент или исполняющий обязанности президента Владимир Путин, или на тот момент премьер-министр Владимир Путин. В 1999 году, когда они взорвали своих же граждан, своих же спящих граждан, в своих же домах, женщин, детей, когда погибло 307 человек, 307 русских женщин, детей и стариков. И вот такое вот совпадение. Прилетела Ле Пен в Москву, у нее предвыборная кампания. Тут Путин нам рассказывает, что было дело, нападение у нас тут тоже произошло. И Мари Ле Пен напомнила про нападение в Англии, в Лондоне. И отрицать сам фактор терроризма и исламского терроризма в целом, конечно, нет никакого смысла, и мы ни в коем случае не оправдываем и не отрицаем сам факт терроризма. Но есть очень большие силы в этом мире, в первую очередь они находятся в Москве, на Лубянке и в Кремле, которые поставили на поток это дело, и люди с неуравновешенной психикой, люди недовольны разными жизненными обстоятельствами, в которых Россия прилагала, например, если брать Чеченскую республику, и чеченцев прилагала максимум усилия, устраивая геноцид, убив 30% от числа граждан Чеченской республики Ичкерия, то есть 300 тысяч людей, не только чеченцев, 42 тысячи детей, среди которых 26 тысяч незаконно осудила в своих концлагерях. И тут прилетает Ле Пен, которая точно так же борется с иногородними, с мигрантами, с терроризмом, которая делает на этом себе пиар-кампанию перед выборами. Хотя не только перед выборами, вообще вся ее политическая программа строится на этом.
И вот такое вот совпадение. До этого во Франции были еще нападения, о которых Мари Ле Пен не сказала. Какие-то сумасшедшие точно так же ворвались в ночной клуб, где тоже и убивали людей. Потом было нападение на карикатуристов из Шарли Эбдо, ну и так далее. Эти случаи, конечно же, во Франции были. Франция очень много лет имеет не очень хорошие отношения с африканскими, исламскими и неисламскими странами, так как была очень большой в свое время империей, которая не всегда соблюдала, скажем, мягко права человека и международное право. Но и из-за этого, конечно, могут быть недовольные люди, которыми очень легко можно воспользоваться и направить их в нужное русло для каких-нибудь кандидатов в президенты. Здесь очень важно отметить еще очень интересный момент. Российский ресурс, прикрывающийся исламской терминологией и говорящий на самом деле очень много полезной информации для чеченцев, так называемый Кавказ-центр, который когда-то был поддержан нашими президентами и сейчас на этой волне еще имеет какую-то популярность, очень много делал выпадов в сторону сегодняшнего президента, который тогда обошел Мари Ле Пен, Эммануэля Макрона. Макрон иногда и его супруга иногда, может быть, нелестно или некорректно высказывались в адрес кого-либо из мусульман, и из-за этого Кавказ-центр как будто больше никого других не существует, кто что-то говорит нелестное, подчеркивал, какой враг Эммануэль Макрон. И вот можно было бы считать совпадением то, что произошло, и что вот она прилетела, и в этот день вот невероятным способом 6 человек, которые напали на Росгвардию, которые, я уверен, были задержаны вот, среди тех задержанных и попали в список тех 100 казненных, по нашим данным, вот именно в начале 2017 года. Если бы не еще один случай, который произошел. А этот случай произошел 11 апреля того же самого 2017 года. 11 апреля 2017 года некто Сергей Винергольд из Челябинска, который проживает в Германии, русский террорист, заложил 3 бомбы перед отелем, где в эту ночь отдыхала и собиралась к матчу, футбольному матчу, футбольная команда немецкая, всеми любимая, гордость Германии, немецкая футбольная команда Дортмунд-Боруссия. 11 апреля вечером эта команда должна была выехать к месту, где должен был пройти матч. И самое интересное в этой ситуации было то, что Дортмунд-Боруссия должна была играть с французской Монако. Это 11 апреля. Но, к большому сожалению, вот такими грязными методами Мари Ле Пен прибегает к услугам вот таких мерзавцев и террористов, откровенных террористов. Более того, в это же время, в 20-х числах апреля, Совет Безопасности ООН выдвинул повестку по поводу расследования газовой атаки фашистского режима в Сирии Башара Асада против мирного населения. Была применена газовое химическое оружие. И Россия на это, соответственно, наложила вето. И именно в этом гнуснейшем преступлении Россию поддержала кандидат в президенты Франции Мари Ле Пен. В записке упоминаются запрещенная группировка «Исламское государство» и военные операции в Сирии. Еще одно возможное признание следователи нашли на форуме антифашистов. Там сказано, что взрыв – это месть за слишком мягкое отношение клуба к фанатам-расистам. Полиция не исключает версии теракта, но расследует дело как покушение на убийство.
Вчера рядом с автобусом футбольного клуба «Боруссия» прогремело 3 взрыва. Команда направилась на матч Лиги чемпионов с Монако. Пострадавших 2. Это полицейский и защитник немецкой команды Марк Бартра. Его ранило осколками стекла. Сейчас футболист уже выписан из больницы. Сразу после новостей о взрыве болельщики Монако начали скандировать на трибунах «Дортмунд, Дортмунд». Ну а когда стало известно, что игру перенесут, руководство Боруссии предложило своим фанатам помочь французским болельщикам с ночлегом. Теперь игра состоится сегодня вечером. Марк Бартра wird in diesen Minuten operiert. Марка Бартру прооперировали. У него была сломана кость в правой руке. В руку попало множество инородных частиц из-за взрыва. Мне только что звонил капитан команды Марсель Шмельцер. Он и вся команда до сих пор в шоке. Мы все надеемся, что Марк скоро поправится. Далее я вам сейчас покажу про вето, которое наложила Москва на резолюцию Совета Безопасности ООН. Марин Ле Пен поддержала вето, сообщают нам российские новости, на резолюцию Совета Безопасности ООН по химатаке в Идлибе. Предложен Советом Безопасности документ по расследованию. Если вы видите, это 20 апреля. Да, 20 апреля 2017 года. Предложенный Советом Безопасности документ по расследованию событий в сирийской провинции заведомо возлагает ответственность на Башара Асада, говорит Ле Пен. С таким подходом мировое сообщество никогда не узнало бы правду, заявила кандидат в президенты Франции от Национального фронта, выступая в эфире местной радиостанции. Марин Ле Пен отметила, что если бы она заседала в Совет Безопасности ООН, то проголосовала бы за необходимость международного расследования. Но так как она не заседает, она может спокойно сказать, что можно и не проводить это расследование, и вето наложено верно. Стоит вернуться к самому теракту, который произошел. Взрыв у автобуса Боруссии устроил выходец из России, сообщает нам РУС ЛБ, украинское издание. Взрыв у автобуса Боруссия 21 апреля, нам сообщает, устроил выходец из ФР ради заработка на акциях клуба. Именно такая версия была выстроена защитой и обвинением, в принципе, потому что на самом деле русский террорист Сергей Вейнергольд купил акции, и он должен был сыграть на понижение на бирже. Он и его брат, челябинец, тоже, они занимаются трейдерством и немного разбираются в этом деле. Но они не разбираются в взрывах и изготовлении бомб. И я не сомневаюсь, что связанным с Сергеем Вейнергольдом, кто подготавливал эти бомбы, кто обучал или доставлял их, уже готовые эти бомбы, Сергею Вейнергольду, были российские спецслужбы, которые дислоцируются в так называемом ЛНР. Для этого у меня есть отдельная информация для французских спецслужб, которую я с удовольствием поделюсь, если им это будет интересно, и они захотят меня об этом спросить. А также для немецких спецслужб, или правоохранителей, если им это будет интересно, я с удовольствием поделюсь той информацией, почему я считаю Сергея Вейнергольда связанного с российскими спецслужбами ГРУ, или ФСБ, расположенных на территории ЛНР, так называемой Луганской Народной Республики. Итак, возвращаемся к взрыву автобуса Боруссии. Бойцы полицейского спецназа GSG-9 федеральной земли Баден-Вюртемберг задержали гражданина России, подозреваемого в причастности ко взрывам у автобуса Дортмундского футбольного клуба Боруссия вечером 11 апреля. Об этом в пятницу 21 апреля сообщило издание Шпигель онлайн со ссылкой на источники правоохранительных органов, передает Deutsche Welle. По данным издания, предполагаемый исполнитель атак, 28-летний российский немец Сергей Вейнергольд, проживал неподалеку от города Тюбингена. По данным следствия, он не является экстремистом и действовал сугубо из корыстных соображений. Мужчина находился в поле зрения правоохранительных органов около недели. На след возможного преступника их навел источник в финансовом секторе.
Вероятным мотивом мужчины заключается в том, что инцидент повлек за собой обрушение акций Боруссии, благодаря чему Вейнергольд надеялся заработать на обесценивании бумаг на фондовом опционе. По информации Шпигеля Онлайн, подозреваемый взял потребительский кредит и приобрел 15 тысяч опционных сертификатов общей стоимостью 78 тысяч евро, необходимых для последующего приобретения и реализации ценных бумаг. По сведению газеты «Бильд», в день преступления Сергей Вейнергольд прибыл в отель «Ле Арива», где разместилась перед матчем дортмундская команда и где он лично забронировал номер. Взрывное устройство он привел в действие при помощи пульта дистанционного управления. Служащим отеля он запомнился из-за двух обстоятельств. Скорее всего, вскоре после взрыва, когда среди постояльцев началась паника, он спокойно вошел в гостиничный ресторан и заказал стейк. Кроме того, Вейнергольд был недоволен номером, поскольку окна не выходили на улицу. В итоге он согласился занять комнату на самом верхнем этаже отеля, откуда можно было наблюдать за происходящим на улице, а также привести в действие бомбу. Напомним, вечером 11 апреля, накануне матча Лиги чемпионов УЕФА против Монако, возле автобуса футбольного клуба Боруссия в Дортмунде взорвались 3 бомбы, начиненные металлическими штифтами. В результате были ранены защитник команды Марк Батрата и находившийся поблизости полицейский. 12 апреля немецкая полиция рассказала, что во взрывном устройстве использовались металлические полоски. Кроме того, рядом с местом взрыва, была обнаружена записка. В ней упоминался Аллах и убийство боевиков террористической организации «Исламское государство» западной коалиции. Однако правоохранительные органы сомневались в ее подлинности а потому делать выводы о причастности исламистов к организации взрыва автобуса посчитали преждевременным. В Генеральной прокуратуре Германии также заявили, что по делу о взрыве есть 2 подозреваемых исламистскими взглядами, один из них задержан. Кроме того, 13 апреля по подозрению в причастности к организации взрывов в Дортмунде был задержан гражданин Ирака, 26 лет, который, согласно предварительной информации, состоял в исламском государстве до 2016 года. То есть, первое время речь шла о исламском следе, о исламистском следе. И именно Сергей Вейнергольд, который написал записку с требованием, как месть, вывести, там еще было продолжение этой записки, я помню еще с тех времен, когда очень внимательно следил за этим событием, что нужно вывести войска американские войска из Рамштайна, из Ирака, и так далее, и так далее. Были какие-то сумасшедшие требования. И все ссылалось к тому, что за этим стоят исламские террористы. Но благодаря тому, что они хотели на этом заработать и купили вот эти акции, и благодаря этому быстро удалось установить террориста и задержать его и осудить. К большому сожалению, Сергей Вейнергольд получил всего лишь 14 лет, а связь его с российским государством не была установлена, потому что он молчал. Пыток к нему, как в российских тюрьмах, к нему не применялось. Соответственно, поэтому вот так и осталось. Но осталось не все сказанным и раскрытым. Мари Ле Пен, которая хочет, как и Брексит, выйти, как Британия вышла из Евросоюза, выйти, чтобы Франция вышла из Евросоюза. Это одна из мечт ФСБ и России, для того, чтобы по отдельности побеждать или управлять или влиять на страны Европейского Союза, так как в единой семье европейской Россия и КГБ они слабее. А вот если по отдельности, то это очень даже удобно для России. И вот о чем заявляет Мари Ле Пен, что
она сообщает нам здесь, что позволила себе утверждать, что в случае перехода Франции от евро к франку будет не единственным в истории, чтобы не пугать французов возможным ростом цен. Мария Ле Пен сказала, что с момента создания евро в 1993 и до ее принятия во Франции в 2002 году французские предприятия могли расплачиваться как во франках, так и в евро. Короче говоря, нарратив и посыл Ле Пен – это выход из Европейского Союза, раз. Ну, пенсия до 60 лет, ну, это так, для поддержания, чтобы электорат поддержал. И главная тема – иммигранты на французском хребте. Это большая проблема для Франции, очень много иммигрантов. Но, опять же, Мари Ле Пен много раз соврала на этих дебатах, и об этом журналисты вот в этой же статье АМП РФИ Франция нам сообщает. И касательно вот самого главного момента, о котором мы сегодня затрагиваем тему. Вон из страны. Касаясь проблемы терроризма, Мари Ле Пен пообещала в первые же дни своего президентства выдворить из страны всех иностранцев, которые значатся в списке полиции как элементы, представляющие опасность для государства. Так называемый список С. А лиц с двойным гражданством она обещала лишить французского. Но вот такие вот дела идут. Затем 21 апреля был тур. 2 дня осталось до первого тура президентских выборов, нам сообщают, намечен на предстоящее воскресенье 23 апреля. Однако однозначно фаворитов гонки на главный пост страны пока нет. И Мари Ле Пен набирает 22, и Эммануэль Макрон набирает 25%. Ультраправая националистка набрала Мари Ле Пен 22%. Третье место, согласно исследованию, между собой делят лидер движения «Непокорившаяся Франция», крайне левый популист Жан-Люк Меланшон, и бывший премьер-министр правоцентрист Франсуа Фийон по 19% голосов. Вот что на самом деле происходило на предвыборной гонке. Здесь, опять же, стоит учесть и напомнить тот момент, что также происходили другие террористические акты, за которым стоят русские. Эти русские могут говорить на армянском, чеченском или каком-либо другом языке, но это русские спецслужбы, которые ими управляют. И я сейчас говорю о событиях, например, в Дижоне, когда чеченцев втянули в конфликт с какими-то наркокурьерами, наркодилерами, и была информация, что побили чеченцев, потом резко поднялась волна призыв чеченцев выручать своих, куда подтянулись абсолютно не имеющие никакого отношения к этому наркотическому бизнесу люди, чеченцы, и соблюдя все правила, не нанося особо никаких травм никому, попытались решить, так как нам все рассказывают, что во Франции наркодилеры являются чуть ли не законом на улицах некоторых городов Франции, особенно юга Франции. И несколько людей были посажены в тюрьмы, и их ожидают большие сроки. Также было убийство, как известно, французского учителя Самуэля Пати. До того, как убили французского учителя, очень усиленно российская пропаганда рассказывала нам о том, что во Франции не любят мусульман, что их ущемляют. Просто обратите внимание на всю подлость и коварство. Мари Ле Пен, которая баллотируется в президенты, она делает акцент на то, что мусульмане враги, что они плохие, что они террористы. И потом, когда Мари Ле Пен проигрывает и выигрывает Эммануэль Макрон, исламистский сайт «Кавказ-центр», сервера которого расположены, по крайней мере, по той информации, которая есть в интернете, в Швеции, начинает наезды на Эммануэля Макрона за то, что он что-то как-то сказал плохо в отношении мусульман. Также
происходит событие, когда в пику, в один голос Кавказ-центром российские чиновники Рамзан Кадыров, Адам Демельханов и некоторые другие товарищи рассказывают, что вот там оскорбили пророка, вы это не простили, там, и так далее, и так далее. Накручивается вот эта ситуация, и в конце концов появляется какой-то неуравновешенный, подверженный внушению человек, Абдаллах Анзоров, который убивает Самуэля Пати, и в 2020 году это уже произошло. И потом российские чиновники в Чечне устраивают пышные похороны, называют улицу в честь Абдаллаха Анзорова, который родился во Франции, или там годовалым и маленьким ребенком приехал во Францию, ту самую Францию, которая приютила его дедушку, бабушку, его родителей, его самого, дала ему воспитание, обучение, медицину и все остальное. И после этого, что категорически противоречит любому кодексу любого человека, тем более кодексу чеченцев. Ни один чеченец никогда не имеет права убивать или посягать на безоружного, и тем более того, кто принял его в своей стране, дал ему приют от русских фашистов, бежавших. Поэтому чеченцы однозначно осудили этот поступок, это варварское преступление. При всем при этом чеченцы, как мусульмане, конечно же, возмущаются некоторыми моментами, когда разные исламофобы или какие-нибудь там воинствующие атеисты начинают совершать необоснованные нападки на мусульман и на религию в целом. При этом нужно отметить тот факт, что, как сказал один очень сведущий в исламе человек, сказал, ну как можно убивать учителя, который у себя на уроке показал детям карикатуры, перед тем, как их показать, он сказал, если кого-то из вас может расстроить это, я прошу вас выйти из класса. И если есть мусульмане, которые могут, их чувства будут задеты, выйдите из класса, и мы хотим показать карикатуры на пророка Мухаммада, на посланника, если быть точным, на посланника Мухаммада. И этот Абдаллах Анзоров даже не учился в этой школе. Его кто-то подбил, объяснил, где находится этот учитель, который на своем уроке показал детям карикатуру, которую кто-то ранее написал. В исламе же самое большое, что может сделать человек, если он не может запретить издеваться, сарказм, издевательство над религией или над его посланником или над чувствами его, он максимум, что может делать, попробовать словами попросить этого не делать. В противном случае он должен покинуть это помещение. И как сказал вот этот человек, который разбирается очень хорошо в исламе, он сказал, чеченцы, мусульмане признают посланниками не только Мухаммада, пророка, Мухаммада посланника, но также и Иисуса Христа, и Моисея, Мусу, пророка и так далее. Всех мусульмане признают. И Мухаммад считается последним из посланников. Так вот, во всех церквях есть изображения разных пророков. И это за 1000 лет никого не задевало из мусульман. И только сейчас чья-то, и мы знаем, чья это пропаганда, толкает людей на то, чтобы изображение, да, может быть, в смешном виде, но я видел некоторые иконы, которые больше похожи на карикатуры, чем на изображение человека. Но они висят в церквях, показываются там в музеях и так далее, и это никого не смущало до сих пор. 1000 лет, прошу заметить. И почему же здесь это так возмутило? Напрашивается такой вопрос. И по этому поводу, когда было убийство учителя Самуэля Пати, мы все чеченцы очень скорбим по этому поводу, нам очень жаль, что так произошло. Я записал большой стрим, и мои товарищи, мой друг перевел, сделал французские титры и французские озвучивания
этого моего стрима. И я бы хотел бы вам немного показать, чтобы было понятно, что вся вот эта кампания по нападению на Францию, которую почему-то Франция не замечает, французские спецслужбы, французская армия почему-то делает вид, что этого не происходит, что не убивают ее граждан, не происходит нападение на немецкую футбольную команду, не происходит нападение на Росгвардию во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. И все это подстраивается для того, чтобы как-либо влиять на ту или иную страну. В данном случае мы говорим о Франции. То же самое происходит и в Германии, то же самое происходит и в Австрии, и в Соединенных Штатах Америки, и везде, куда только может применить свои подлые, коварные методы Россия для достижения своих каких-то фантастических, шизофренические идеи мирового господства. Давайте послушаем несколько минут буквально то видео, которое я показывал у себя на канале, и сейчас я вам хочу его продемонстрировать. Jamais mérité ce qu'on lui a fait. Vous pouvez essayer de parler, mais, si vous vivez en France ou en Allemagne, alors, poursuivre et la Cour doit décider que la vérité est qui de vous a raison. Et le verdict de la Cour, qui devrait être la punition, et ne pas écouter le sermon d'un pasteur anonyme. Mais, malheureusement, nous n'avons pas pu neutraliser la menace dans ce cas. Ils ont réussi, à notre grand regret et à notre grande honte, ils ont réussi. Nous avons perdu un homme tchétchène de 18 ans qui avait été trompé par la propagande. Et nous avons perdu un enseignant qui, avant de montrer ses dessins animés, avait demandé à tous les élèves qui pourraient être offensés par cette action conformément à l'islam, il leur a demandé de quitter la classe. Qui en bénéficierait? Qui pourrait être l'organisateur? Ce qui vient de se passer en France est une plus grande opération russe. Ces hommes impliqués, ils sont impliqués dans les meurtres de Samuel Paty et Abdullah Ansorov. Des Gauleiter, de Limkhanov, Kadyrov et d'autres serviteurs russes, ce n'est pas un secret, parmi les Tchétchènes d'Europe cette information a depuis longtemps été diffusée, que des employés du GRU russe y travaillent dans le sud de la France. Le nom et le prénom de Saïd Magomed Kakiev sont de suite cités. C'est un ennemi de l'État tchétchène ainsi qu'un grand serviteur de la Fédération de Russie, il a juré de mourir pour elle. Nous regardons l'information de la Russie, nous sommes bien conscients que cela se passe. Qu'il faut faire quelque chose d'urgence en réponse à l'incendie du Coran et à d'autres incidents. Pourquoi ne dites-vous rien? Qu'en font-ils des caricatures du prophète? Parce que vous n'êtes pas des hommes. Parce que vous êtes des poulets. Et voici un agent russe nommé Saïd Shubaev. En Suède, ils ont brûlé le Coran. En Norvège, ils ont brûlé le même Islam Kadyrov, prétendument en raison d'un conflit avec qui les frères Abdourahmanov étaient allés en Europe. Je souligne que, ostensiblement pour cette raison. Mais, attention. C'est une vidéo des funérailles d'un autre homme. Ce n'est pas Abdullah Ansorov qui est enterré, c'est une personne complètement différente. Ces inhumains, qui sont prêts à tuer leur mère si Poutine le leur ordonne. Ces inhumains défendent ostensiblement l'islam. Если вкратце, то вот такая вот ситуация, которая происходит во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. И, как уже мы видим во всем мире, в 1995 году, когда Россия открыто вторглась первый раз в нашу страну в новейшей истории, так называемая демократическая Россия, Джохар Дудаев сказал, что когда Запад подло, трусливо отвернулся от нас, хотя мы никогда не входили в Российскую Федерацию, мы даже не входили в Советский Союз никогда добровольно. Мы были насильно включены, и соблюдя все международные законы, соблюдя советские законы, советское законодательство, Чеченская республика вышла из состава Советского Союза. Никогда Чеченская республика не входила в состав российской, нынешней демократической Российской Федерации. Более того, в Конституции Российской Федерации указано, что в Российскую Федерацию входят республики и народы, края и республики, которые вошли на добровольной основе, то есть подписав федеративный договор с Россией.
Никогда Чеченская Республика не подписывала этот договор. Более того, в 1997 году мы вышли победителями из Первой русско-чеченской войны, и Россия с нами подписала договор о мире и принципах взаимоотношений. То есть государственный, межгосударственный договор. На выборах президента Аслана Масхадова и парламента Чеченской Республики 1997 года участвовало около 60 наблюдателей от ОБСЕ из разных стран. И выборы были признаны самыми честными. Людей было так много на этих выборах 1997 года, что когда толпа заходила в избирательный участок, они не могли выходить обратно. И люди выходили в окна, потому что выходить уже из этой толпы было невозможно. Вот такой был позыв чеченского народа для выборов и голосования. И мы выбрали себе президента Аслана Масхадова. Хотя, наверное, следовало выбрать Шамиля Басаева, которого Россия называла врагом номер один. Ну, что было, то было. Так вот, в 1995 году, когда Россия напала и весь мир отвернулся от нас, почти весь мир отвернулся, Джохар Дудаев сказал раз и отвернулся мир со словами, что Чечня — это внутреннее дело России, незаконно нас назвав частью России. Для того, чтобы качать нефть и получать деньги из России, многие Липены и разные Шрёдеры поступили с нами вот так подло. И тогда Джохар Дудаев сказал: если вы сегодня называете Чечню внутренним делом России, то настанет время, когда Европа, Евросоюз станут внутренним делом России. И мы уже очевидцы тех пророческих слов Джохара Дудаева. Европа стала внутренним делом России. В Европе взрываются футболисты любимой немецкой команды. Убиваются в центре Берлина люди. Убиваются люди под видом разных исламистов во Франции. И я нисколько уже не сомневаюсь, что за разными нападениями на Шарли Эбдо, там, арабов там, и других людей, которые совершали вот эти ужасные террористические акты, там тоже можно найти длинные уши ФСБ. На этом мой краткий обзор на этих событий закончился. Кому будет интересно, тот может очень много, еще больше накопать в этом деле. Связь между Липен и терактами. Между Липен и терактом в Росгвардии в Наурском районе. Нападение, так называемое нападение. И взрывом футбольной команды, автобуса футбольной команды Дортмунд-Боруссия. Я желаю всего самого хорошего всем. Я желаю того, чтобы никогда больше террористические акты, угоду каким-то политиканам, преступникам, бандитам не совершались, и не только в угоду им. Вообще, чтобы на земле наступил мир, и люди не убивали друг друга. Всего самого хорошего, что смотрите. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. И да сопутствует нам удача в защите прав человека. Всего самого хорошего. До свидания.